Но что хорошо? Что хорошо? Мы осознали нечто, мы освободились от вот этих розовых очков, мы поняли, опять-таки, что вообще-то это путь долгий, и этот путь долгий, он предполагает, опять-таки, достаточно серьезные усилия, и сошлюсь на один из постов, связанных, опять-таки, с моим постом, когда коллега из Украины сообщает: а чего вы хотели? А вы что, хотите манны с небесной, которая с неба сваливается? А у вас что, Майдан был, а у вас еще что-то было? А вы что, заслужили нечто? И я как-то, знаете, выслушав эту своеобразную такую, ну, так, отрезвляющую тираду, ну и, в общем-то, во-первых, ну, немножечко даже подрастерялся. В каком плане? Я-то ведь обсуждал другие вопросы, я обсуждал вопросы будущего, а тут мне вот такая оплеуха от людей, которые, допустим, говорят, что без труда и рыбки без труда, из пруда не вытянешь. Поэтому думать, обсуждать. Дальше, опять-таки, я, во-первых, еще раз скажу, что человек высококвалифицирован, он не пропадет. Он свое место под солнцем найдет. И сожаление это у меня вызывает что? Что, допустим, он найдет свое место не под нашим солнцем. И он будет приносить пользу, и он будет приносить выгоду другим. Вот об этом я как раз сожалею. Ну и, наконец, я думаю, что время начнет вносить коррективы. Почему? Не будет специалистов, не будет результатов. Так, со все большими сложностями, которые, опять-таки, начнут подводить нас к осознанию, ну, будем говорить так, того, что от вас нечто зависит. И что вот такая пассивная позиция, созерцательная позиция, она не приводит к результатам. Ну и опять-таки, ссылаясь уже на свои, так сказать, ну, встречи, на свои диалоги, я понимаю, что большинство общества находится в состоянии растерянности. Большинство общества, оно находится в состоянии, ну, будем говорить так, вот этого, если хотите, страха, и оно занимает пока позицию невысокую. Оно как бы держит нос по ветру, куда ветер дунет. Хотя это печально, я подчеркиваю, допустим, потому что вот те процессы, которые происходят с точки зрения, допустим, будущего, ну, конечно же, они очень разрушительны. И восстанавливаться придется очень долго. И мне была любопытная ремарка вот на мое обсуждение, ну, в том числе, допустим, вот этих довольно сложных и сложно внутренне переживаемых мною процессов чисток, репрессий, когда очень квалифицированные кадры начинают подвергаться давлению, и вдруг начинают вычищаться вузы от очень немногих высококвалифицированных людей, когда, опять-таки, многие высококвалифицированные люди уходят из производства и так далее, это вызвало у меня такое, ну, будем так, такое чувство горечи и чувство, ну, будем говорить так, печали по поводу чего? Будущего страны. И как раз в одном из своих постов я и писал, что переживаю-то я за что? Что вообще-то честь нации, опять-таки, гордость нации, и вообще-то ресурс развития нации – это интеллектуальная, высокопрофессиональная элита, которую в любом здравомыслящем обществе вообще-то на руках надо носить. Мы не то пространство, где очень много вот таких выдающихся людей. И когда на моих глазах, вот, ну, что ли, вот такая ценность этих людей нивелируется, я понимаю, что у этой страны с будущим очень большие проблемы будут. Почему? Потому что элита формируется десятилетиями. Это не вот тот тезис, сидящий в головах, так сказать, людей, сегодня принимающих решения. Хотя я их понимаю, допустим, у них-то позиция какая? Выжить любыми путями. И перспектива завтрашнего дня их вообще-то не тревожит. Ну, точнее, будем говорить так, некоторую часть абсолютно не тревожит. Выжить здесь любыми средствами. А здесь люди, живущие, опять-таки, должны понимать, что будет завтра.
А завтра и успехи, и развитие страны определяется вот этой элитой общества, интеллектуальной элитой, профессиональной элитой, инженерной элитой, которой дорожить надо, которую на руках надо носить. И когда на моих глазах осуществляются вот такие действия, я понимаю, что проблемы будущего. Это проблемы, опять-таки, этой страны, которая решить очень сложно будет. Точно так же, как осознают, вот как раз возвращаясь к теме иммигрантов, я же встречаюсь, ну, по крайней мере, контактирую со многими из них. И на уровне даже очень высококвалифицированных специалистов они понимают, что они не свои там, так? И что, в принципе, опять-таки, завоевывание места под солнцем требует достаточно больших усилий по интеграции, по, опять-таки, обретению вот этого нового реноме. И вот мы допускаем вот такую очень серьезную ошибку, которая, конечно же, вызывает у меня такие достаточно горькие чувства. Вы сказали про тое, што мы завяршаем гэты год, беларускае грамадства завяршае гэты год, пазбавіўшыся ад нерэалістычнага аптымізму. Можа, як працягам гэтага пазбаўлення мусіць стаць тое, што прапановвае і Артур Клінаў, і Іван Краўцоў, прыгарнуць старонку і пачаць дыялог з уладай? Улада — это их термин выкарыстоўваю. Ну, знаете, с властью сейчас диалог вести сложно. Почему? Потому что, в принципе, власть, насколько я понимаю, ну, точнее, вот та часть людей, принимающих решения, и та часть людей, которые, в общем-то, формируют вот эту стратегию развития страны, она, с моей точки зрения, живет тоже в состоянии нереалистического оптимизма. Ну, собственно говоря, нереалистический оптимизм, он и характерен для нашего общества. И мы же привыкли, допустим, к ситуации, когда, допустим, желаемое выдается за действительное, и это имело место и в прошлом. И у власти все время сохраняется вот эта иллюзия, что можно вернуть в прошлое. Вернуть в прошлое не удастся. Дальше, опять-таки, у власти пока сохраняется иллюзия, что удастся легко решить многие проблемы, связанные, допустим, ну, с потерей рынков, с потерей авторитета, с потерей еще чего-то, просто переместившись в другое пространство. Дальше власть, опять-таки, начнет понимать, что очень скоро начнет понимать, что, оказывается, это очень нелегко, и, опять-таки, и что достижение вот таких целей ведь связано с огромным количеством издержек. Но пока может демпинговать. Но когда вы демпингуете ресурсы, вы должны понимать, что ресурсы очень скоро кончатся. Поэтому отрезвление очень скоро будет происходить у обеих сторон. И вот когда вот это отрезвление, ну, достигнет какой-то вот такой, ну, своеобразной оптимальной формы, хочется кому-то наверху или нет, придется разговаривать. В том числе объясняя вот этому молчаливому большинству, сохраняющему лояльность, почему становится не лучше, а почему становится хуже. К сожалению, пока, допустим, это воспринимается как все та же виртуальность, что это все такое. Ну и, в принципе, рядовой-то потребитель пока не чувствует на своей шкуре каких-то таких издержек. Он пока начал ощущать только что катастрофический рост цен. И я, опять-таки, живу не в каком-то воздушном замке или не в загороженном вот этом дворце, а я живу в реальном мире, хожу в магазины, и я встречаюсь с этими старушками, которые вдруг начинают испытывать, ну, будем говорить так, очень большую сложность, констатируя, что цены в 2 раза взлетели. И дальше я сегодня, ну, испытал некое чувство, допустим, ну, растерянности, заходя в магазины, бабушка с внучком, с маленьким 4-летним, и этому ребенку хочется сырка, причем сырок-то стоит копейки, а бабушка говорит, денег нету, это дорого. И вот этот маленький человек, он, да, бабушка, дорого, да, денег нет. И я понимаю, что для меня это индикатор такой очень печальный, что вот это состояние общества начнет очень скоро проявляться вот в таком, будем говорить так, очень сложном осознании последствий, в том числе сегодняшней политики.
И тогда мы вынуждены будем договариваться с обществом. Але Так, не такие простые вопросы, так вот, допустим, когда человек начинает испытывать некое вот состояние вот разбалансированности, вопросы начнет задавать. Это как раз то, о чем я говорю все время и постоянно. Граждане этой страны, вообще-то задавайте вопросы. И вообще-то теребите власть. ваше новогоднее психалагічнае пожаданне беларускаму грамадству? Дорогие мои, опять-таки мы прожили очень интересный год, интересный в кавычках. Мы узнали много вещей, мы научились очень многому, и мы должны понимать, что только вместе мы можем решать наши проблемы. А желаю я вам и себе в том числе только одного – постепенно осознавать себя людьми и переставать быть быдлом. И помнить еще об одной очень серьезной вещи. Вообще-то это касается всех жителей, живущих в этой стране. И вообще-то страна, государство – это люди, живущие в этой стране. И когда эти люди начинают становиться людьми, вообще-то и происходят перемены. А когда люди закапываются в норы, перемен не происходит, а становится все хуже и хуже. Так что я надеюсь, опять-таки, что следующий год будет годом становления людскости, обретения этим обществом людей вот этого чувства собственного достоинства и ответственности за происходящее. А хто там ідзе? Беларусы. А што яны хочуць? Людзьмі звацца, як сказаў класік. Ну і можна сказаць, вось наш жывы класік эфира Еўрарадыё Владимир Янчук. Добрый день. Ледзь не пачаў па новай з вами эфир, таму што заўсёды з вами цікава гаварыць. Дзякуй вялікі, спадар Владимир. И мне комфортно с вами, Дмитрий. Успехов. Дзякуй вялікі. Слухайте і глядзіце нас.